прошедшем заседании муниципального совета города Камрад был рассмотрен вопрос, предложенный советником Петром Влахом, который сообщил, что в нашем городе широкий размах получили продажа и употребление таблеток Spice. Как отметил народный избранник, он очень обеспокоен тем, что руководство автономии и города на это не обращает внимания. Spice, продолжил советник, это наркотик, быстро завоевавший симпатию у молодежи. И это большая проблема, то, что уже таблетки Spice в открытую продают в лицеях. Да, я понимаю, может, кто-то из руководителей лицеев будет говорить о том, что это неправда, но я хотел бы их успокоить, и чтобы они поверили в то, что это правда. И когда есть дети приходят с лицея домой, со школы домой, и говорят о том, что у них вот есть такая-то молодежь, такой-то кличкой ходит и торгует в открытую таблетками Spice, извините, это тревога, это надо бить тревогу, и этим надо заниматься. К сожалению, я говорю еще раз, с большим сожалением сегодня обнаружил тот факт, что полицию это не интересует. Они были приглашены, они были осведомлены для того, чтобы были на муниципальном совете и дали отчет по всем этим вопросам. Ну, они игнорировали. Советнику удалось убедить всех присутствующих на заседании о злободневности и пагубности последствий по употреблению таблеток Spice молодежью и учащимися лицеев. Народные избранники единогласно проголосовали за решение обратиться с ходатайством в адрес Башкана Гагаузии, Народного собрания и депутатов парламента Республики Молдова от Гагаузии на предмет сформирования законодательной инициативы от автономии о принятии парламентом нашей страны закона о приравнивании таблеток Spice к наркотическим препаратам. Я полностью поддерживаю, призываю вас всех голосовать за это, обратиться, выйти с предложением, потому что сегодня что участковые, что с комиссариата, я со всеми ребятами мы общаемся, разговариваем, следим немножко за порядком тоже, и они говорят, нету закона, вот мы их ловим, ругаем, даже за это их потому что противозаконно. Это даже сигарета. Поэтому сегодня, пока не будут все структуры подключены, как в России, умерло, кстати, 2 года назад в городах по 7, по 5, по 3 человека умерло, сегодня 15 лет, 12 лет за то, что кто торгует спайсом. Озабоченность широким размахом продажи и употребления спайса в нашем городе выразил и примар муниципия Камрад Сергей Анастасов. Однако без соответствующего закона бороться с этим бесполезно, так как этот препарат в Молдове не приравнивается к наркотическим веществам. Сегодня оно не приравнивается к наркотическим веществам, поэтому оно не может быть наказано. Когда оно будет приравниваться к наркотическим веществам, мы имеем право наказывать от 10 до 12 лет тюремного заключения за распространение и так далее, и так далее. В этом случае мы можем искоренить это. Сегодня мы говорим попусту. Сегодня они распространяют, продают, можем штрафнуть только за нелегальную торговлю, нелегальный, то есть бизнес, скажем так. Вот на этом этапе. Мы, конечно, со своей стороны Приморья делают очень много. Мы сегодня в многих местах мы ловили дружинниками вместе и полицию отправляли, где нам сообщается, мы автоматически отправляем туда сотрудников полиции или участвуем самостоятельно. Каждый наркотик, в том числе и Spice, это яд, который наносит вред организму. И чем больше употребляет человек этот препарат, тем сильнее и непоправимее урон. Кроме того, этот препарат воздействует на психику, делая человека менее сообразительным, но якобы счастливым и способным достигать успеха. Но это улучшение – иллюзия. Вся опасность в том, что когда этот препарат попадает в организм, человек чувствует бодрость и настроение поднимается. Однако, когда действие препарата заканчивается, наступает депрессия, усталость и подавленное настроение, и организм требует новой дозы. Для того, чтобы более оперативно решить эту проблему, на заседании было предложено создать специальную комиссию, куда вошли и 3 советника муниципального совета.